І люди, напевно, з праці тому і... С работы. Скажіть, що було сьогодні на заводі? Працювали ваші зміни, не працювали, як це було? Працевали, конечно. Но кто хотел бастовать, тот бастовал. А як І це не було? работали. Частка бастувала, частка працювала, чи як? Кто не хотел, тот просто не работал. Був на місці і не працював, так? Да, на месте не А працевал. ось так, тобто такий страйк відбувається, що люди приходять і не працюють, чи як? У нас как бы большинство, даже я бы сказал, что все хотят, ну все, Стыдно за тракторозаводских работников, понимаете? Що? Мне стыдно за них. Я не знаю, что они боятся. Больше половины, понимаете, работает просто и все. Им говорят, зачем, давайте забастовку устроим. Вот есть активисты, я в актив вхожу. Нас активистов там, наверное, человек 20. Ну, собрали, может, человек 200, 300 вышло. Вы понимаете, что там работают тысячи. Остальные работают. Я не знаю, что они боятся. Что их уволят? Мы говорим, никто вас не уволит. Вас никто не уволит. Весь завод не уволит. Они все равно боятся и все. боятся за свои места, боятся за семьи. Ну, я не понимаю, надо выходить и душить эту власть, и все. Вот так мы победим ее. Чи ведаєте ви те, що створений фонд для людей і зібрані немалі гроші на той випадок, що люди будуть звільнені, щоб їх підтримати? Ці ведають ці люди, чи ви ведаєте про це? Я про это ведаю. Я пытаюсь рассказать и тоже другим, что есть не одна организация, которая помогает рабочим, поможет рабочим, если их уволят. Ну, пытаешься рассказать, кто-то говорит, это фейк, это неправда, такое вот. Я только сегодня, во-первых, узнал. Хоть я тут все дни эти забастовки эти все это поддерживаю все. Но я только сегодня узнал, что есть поддержка, если уволят это. Я не из-за этого, что уволят меня или не уволят. И не за поддержки там какой-то. Понимаете? А за що? За що? Ну, мне не нравится, что меня обманули. Меня поставили идиотом, понимаете? Как это так? Я вроде бы кого знакомых не знаю, никто за Григорьевича не голосовал, а у него столько процентов. Хотя если взять даже статистику среди моих знакомых, это должно было большинство за него проголосовать. А тут получается наоборот. Или я дурак, или не знаю. А що треба зробити, от як ви лічите самі? Що може повпливати, щоб люди підтримали вас, ваше Я звучання? даже не знаю, что сделать, чтобы они поддержали. Вроде бы люди приходили, может им сегодня стыдно будет. Возле нас стояли, подошли там где-то человек 500 и вызывали, чтобы забастовку делали, это все, это людей звали, чтобы вышли. Не знаю я. Чем расшевелить людей, я не знаю. А скажіть, будь ласка, а чи ви присутнічали вчора? Ви так само тракторобудовник, да? А чи ви вчора були на зустрічі з Лукашенком, який приїжджав к вам на завод? Он не приезжал, он МЗКТ привезли. Так, да. Это мы с тракторного шли на МЗКТ на поддержку. Но мы когда пришли, мы увидели, как улетел вертолет с ним. Все. Говорят, что он там остался на МЗКТ, потом поехал на МАЗ, что-то такое вот. Ну, а Вроде бы. напевно ж ведаєте про ці зустрічі, що думаєте про їх? Я не могу никаких делать с этого суждения, если нет никакой конкретной, понимаете, информации и тому подобное. Добре, а що б ви сказали, може бути, профсоюзним лідерам, ці кому от у цій ситуації? Наши, извините, профсоюзные лидеры не хотят поддерживать нас. Раньше выходили с народом и шли вместе, делали какой-то большой объединенный заводской митинг и шли забастовку. Сейчас такого нету. Сейчас все боятся за свои места. Вот. Зрозуміло. Що буде в ближайші дні там у вас на підприємстві, як ви думаєте? Я думаю, что все продолжится. Продовжиться що? Мы продолжим выходить, несмотря на то, что нас пытаются сдерживать. Часть работников, которые боялись за свои рабочие места. Пробовать шевелить. Будем пробовать расшевелить людей хоть как-то. Надо что-то, потому что По-другому. по-другому никак. Ну как быть обманутым? Хоть и говорим, ну вас же обманули, как вы? Понимаете? Это же аналогию бывает. Приду к тебе домой и скажу, вон, это моя квартира. Ты же будешь ее защищать, ты же меня выгонишь оттуда. Ну так с тобой то же самое, говорю, поступили, понимаешь? Тебя же обокрали, понимаешь, что тебя украли, забрали твой голос, унизили, опустили, ты ничего не имеешь. Вот почему нельзя свой голос отстоять? Как-то все головой помахали, да, и пошли. Але не суджають того, що ви протестуєте. Ну, вроде бы как нет пока. Что дальше будет, я не знаю. Пока не трогают. Но я, скорее всего, думаю, что если он останется, то я, наверное, или на Жодине, или на Кресте окажусь, это в лучшем случае, наверное. Ваша адміністрація, як вона реагує на ваш страйк?
Администрация. Администрация говорит, что митинги как бы нельзя проводить, ну, за территорией завода, потому что это не санкционировано как бы. И предложила нам такой выход, что писать за свой счет это, ну, типа, сколько хотите, столько и за свой счет пишите. Вот. Что думаешь, что люди кажут, что ваши коллеги, ваши поплечники у солидарности, что кажут? Я не знаю. Те, кто хочет бастовать, те бастуют. Те, кто хочет выходить и сменить эту власть, те пишут за свой счет и выходят с народом. И хотим правды, хотим свой голос, чтобы наш голос был услышан.